Бисмилля, альхамдулиллахи, ассалату вассаляму аля расулиллах. Доброе утро, дорогие друзья! Мусульманин должен рационально использовать свое время для покорности и не тратить его даром. Он должен стремиться, чтобы любая часть суток не проходила без совершения каких-либо добрых деяний. Время, использованное им для этих целей, является благословенным и будет польза от прожитых лет. Постоянное соблюдение повеления Аллаха Всевышнего, того, что одобрено им, принесет человеку пользу. Кто же не следит за тем, как он использует время, тратит его зря. Возраст мусульманина – его капитал, на котором базируется его торговля, деяния. И это время он должен проводить с пользой для себя. Человек не может вернуть назад каждый свой вздох и выдох, как он использовал этот момент. Поэтому мусульманин условно должен взять на себя выполнение каких-либо конкретных ритуалов, вирд, то есть обещать себе, что будет регулярно выполнять что-либо дополнительное к своим обязательностям по религии. Воистину, каждый ритуал оставляет в сердце след, дает особый свет и силу. Необходимо знать, что при регулярном выполнении ритуалов человек достигает гармонии, и его сердце озаряется особым светом и ощущениями. Человек должен привыкать, чтобы не пропускать этих ритуалов, а если не успел что-либо сделать, то выполнять как долг. Мусульманин из всех благочестивых деяний должен выбрать то, что он в силах сделать. Эти ритуалы выполняются сверх того, что он обязан выполнять, как, например, пятикратный намаз. Посланник Аллаха сказал: наилучшие дела, которые Аллах любит, это деяния, совершаемые благочестивым человеком постоянно на протяжении всей жизни, передал имам Ахмад. Приведем несколько примеров подобных ритуалов. Дополнительные намазы, нафиль, чтение определенных сур Корана, чтение илм, религиозных знаний, совершение зикра, восхваление Аллаха, постоянные мысли о совершении добрых деяний. Если человек хочет совершить какой-либо намаз, как ритуал, он должен, как положено, выполнять все рукные базисы. Существует адаб, культура поведения при соблюдении ритуалов. Мусульманин при совершении намаза должен спокойно стоять, не торопясь читать, и должен стараться вникнуть и жить содержанием повторяемых слов. Нужно стараться, чтобы во время намаза человек думал о Всевышнем и совершал намаз так, как будто он последний, прощальный намаз. Когда человек знает, что он совершает последний в своей жизни намаз, то старается сделать все возможное, чтобы он послужил причиной спасения в судный день. Пророк Мухаммад, мир ему, сказал: каждое благочестивое деяние человека – милостыня. Вассаляму алейкум ва рахматуллах.